Это вторая часть 9-й лекции с цикла «Общая топология для начинающих». В этой части мы рассмотрим частные случаи канонических множеств, канонически открытые и канонически замкнутые множества. Причем, конечно, канонически открытое множество – это каноническое множество, которое открыто, канонически замкнутое множество – это каноническое множество, которое замкнуто. То есть такие множества, у которых два дефекта, пусты, и открытое ядро границы тоже пусто, но в дополнение они открыты или замкнуты. Но канонически открытые и канонически замкнутые множества – это общепринятые понятия в общей топологии, в отличие от канонических множеств. И для них есть и специальное определение, естественно, эквивалентное тем, которые я сейчас сказал. Ну, какие определения? Множество канонически открыто, если оно совпадает с открытым ядром своего замыкания. И множество канонически замкнуто, если оно совпадает с замыканием своего открытого ядра. Посмотрим, откуда все это вылезает. Ну, давайте, во-первых, посмотрим открытое множество. Вот открытое множество. Оно совпадает со своим открытым ядром. А оно канонически открыто или нет? А я не знаю. А почему? Ну, что я знаю? Во-первых, открытое ядро границы у него пусто. Потому что для того, чтобы открытое ядро границы было не пусто, хотя бы одна граничная точка, это необходимо, должна принадлежать нашему множеству. На самом деле больше, но не важно, как минимум одна. Это необходимое условие, но недостаточно. Но тогда множество не будет открытым. Следовательно, открытое ядро границы пусто. Дальше. Внешний топологический дефект тоже пуст по той же причине. Потому что как минимум одна граничная точка тогда должна принадлежать множеству. А оно открыто. То есть опять же ничего не получается. Пошли дальше. Единственная опасность. Ну, то, что общеграничные точки у него есть, это понятно и никаких осложнений не вызывает. Ну вот, например, вот такое множество. Ну, без границы, конечно. Вот они все общеграничные точки, они есть, они могут быть вот у канонически открытого множества. А вот что проблемно, так это внутренний топологический дефект. Вот в чем проблема. Почему? Ну, потому что множество может быть открыто, а вот у него есть такой хвостик внутри, который не включен в множество, причем с концами обязательно. Ну вот я перечеркну этот хвостик, вот так вот. И множество перестает быть в таком случае канонически открытым. Оно продолжает быть открытым, но это внутренний топологический дефект. Причем каждая точка дефекта, внутреннего дефекта в этом случае не принадлежит множеству, потому что оно открыто, а они все, естественно, являются какими точками? Они являются граничными точками. Но теперь давайте посмотрим на пример множества вещественных чисел, в топологическом пространстве вещественных чисел. Ну, например, вот такое множество от 3 до 4 в объединении от 4 до 5. Ну вот она, эта несчастная точка 4, которая точка внутреннего топологического дефекта. И она мешает нам тому, чтобы это было канонически открытое множество. Множество открыто. В отличие, скажем, что это множество мы обзовем L, а вот такое множество я назову K от 3 до 4. Вот K открыто, канонически открыто, а L нет. Ну давайте посмотрим на замыкание. Замыкание L. Знаете что, давайте только сделаем здесь от 3 до 5. Просто будет, так сказать, одна вещь виднее. Сейчас увидим. Значит, замыкание L от 3 до 5, включая точку 4, которая стала внутренней точкой замыкания. Ну а открытое ядро замыкания от 3 до 5. Ну а здесь
Ну, замыкание тоже от 3 до 5, вот поэтому я и хотел рассмотреть такой пример. А открытое ядро замыкания, опять же, открытый интервал от 3 до 5. Но здесь L не равно открытому ядру замыкания, а здесь K равно открытому ядру замыкания. Вот в чем разница. То есть разница в канонически открытых множествах и просто открытых множествах — это внутренний топологический дефект. Естественно, по любому определению. Ну, теперь посмотрим, что происходит с канонически замкнутыми множествами. Ну, с ними происходит все то же самое, но по двойственности как раз наоборот. То есть вот множество, оно совпадает со своим замыканием. Оно замкнуто в таком случае. А оно канонически замкнуто? А я не знаю. Давайте посмотрим. Ну, что мы будем смотреть? Вот замкнутое множество. Вот это множество канонически замкнуто, потому что у него все дефекты, оба дефекта пустые, и открытое ядро границы тоже пусто. А вот такое множество, причем обязательно с включением вот этой точки, потому что множество замкнуто, не является, конечно, канонически замкнутым. Оно замкнуто, но оно не канонически замкнуто. Если мы будем брать открытое ядро, то это будет все тот же внутренний круг, а замыкание после этого будет окружность с внутренним кругом. Но вот этот отросточек-то отпадет. Но опять же, классические варианты примеров. Ну вот множество L будет такое: от 3 до 4 в объединении с 19. Ну а множество K будет просто от 3 до 4. Ну и все. Вот взяли открытое ядро замыкания, то есть, минуточку, да, открытое ядро замыкания, то есть наоборот, конечно, замыкание открытого ядра. Взяли замыкание открытого ядра, получили от 3 до 4. И, естественно, L не равно замыканию открытого ядра. А в этом случае замыкание открытого ядра тоже от 3 до 4. Но открытое ядро, как и тут, оно одинаковое, от 3 до 4 открытый интервал. Но они равны. Вот, собственно говоря, все, что нам по этому поводу нужно. Вот. Теперь разговор о свойствах канонически открытых и канонически замкнутых множеств. Ну, вообще хочется, чтобы мы взяли два канонических множества и сказали, что их пересечение тоже каноническое. Хочется сказать, что объединение двух канонических множеств тоже каноническое множество. Так вот, это далеко не так. Это так в определенных случаях с определенными множествами. Вот сейчас мы разберемся с какими. Но, во-первых, я приведу примеры, когда это не так. Как раз с канонически замкнутыми и канонически открытыми множествами. Ну, во-первых, с канонически открытыми множествами, с их объединением. Вот два множества. Они канонически открыты. А теперь я их объединю. Что я получил? Открытое множество, несомненно, но не канонически открытое, потому что точка 4, как мы уже выясняли, будет точкой внутреннего топологического дефекта. Теперь я нарисую, поскольку рисунок
уж очень хорош. Правда, не в моем исполнении. Ну вот убираем вот эту вот границу, ее нет. А теперь это открытое множество поделим на 2. Значит, ну, грубо говоря, я взял нитку, вот одну прямую, и выдернул ее. Вот этой пунктирной линии нет. А вот эта часть будет множеством А вот эта часть множеством Б. Так вот, я потом, когда я их выдернул, я мог делать с ним все что угодно, но эти две части, каждая из них, естественно, канонически открыта. А в их объединения нет. Почему? Да потому что вот эта прямая, вот кусок вот этой прямой, она стала внутренним топологическим дефектом. И все. Это очень хорошо здесь видно, так что вот на числах очень удачный пример простой здесь, а пример на рисуночке вот такой, так выглядящий. Ну, еще один пример на замкнутые множества, канонически замкнутые. С канонически замкнутыми там другая неприятность. Там можно привести пример пересечения. Ну вот все то же самое. От 3 до 4 в пересечении с 4 до 5. Но ясно, что это пересечение, это точка 4. Так вот, в множестве, в топологическом пространстве вещественных чисел, вот это множество, состоящее из 4, замкнуто, но не канонически замкнуто. Тут возникает вопрос, почему все так просто, так красиво? Да потому что точка 4, точка внешнего топологического дефекта, потому что я беру эту точку и смотрю на каждую ее открытую окрестность. Каждая ее открытая окрестность содержит как внешние для этого множества точки, так и точку 4, которая ограниченная. То есть она точка внешнего топологического дефекта, следовательно, внешний топологический дефект не пулс. Все. В таком случае это множество не может быть канонически замкнутым. Но оно замкнуто. Ну, я уже не буду рисовать, как это будет выглядеть, изобразить это для себя сами. Так вот, есть эти свойства, работающие отдельно. Одно свойство работает для канонически открытых, второе для канонически замкнутых. Для канонически открытых множеств пересечение двух канонически открытых множеств, канонически открытое множество. Ну, во-первых, запишем, что мы говорим о канонически открытых множествах именно. Вот так, символически запишем. Значит, первое свойство. Пересечение двух канонически открытых множеств канонически открыто. А почему, собственно? Ну, когда столько шуму было, что столько ограничений. Ну, давайте смотреть. Во-первых, не обязательно двух. Может быть пересечение любого конечного набора. Почему конечного? Потому что бесконечный набор открытых множеств пересечений может даже не дать открытое множество. Так что о каноничности уже говорить не приходится. Теперь, множество открыто пересечения. Значит, открытого ядра границы оно пусто. Внешний топологический дефект пуст. Ну, заботы только вот здесь. А как там насчет внутреннего топологического дефекта? Ну, давайте посмотрим. Ну, вот у нас одно множество, множество А. Вот у нас второе множество, множество Б. И вот пересечение открытое. И, допустим, случилось так, что точка P принадлежит не пересечению. Пересечению она как раз не принадлежит, потому что точки внутреннего топологического дефекта открытых множеств не могут принадлежать пересечению.
они являются точками внутреннего топологического дефекта, граничными точками, но граничная точка не может принадлежать открытому множеству, а принадлежит именно внутреннему топологическому дефекту их пересечения. Ну что ж, хорошо, но в таком случае у точки P есть открытая окрестность, содержащая как точку P, точку внутреннего дефекта, так и внутренние точки данного множества, и только их. Но точка P принадлежит, но у нас ведь речь идет о том, что пересечение А с Б, все элементы принадлежат как А, так и Б, поэтому если такая открытая окрестность существует, то точка P в таком случае принадлежит внутреннему топологическому дефекту А и внутреннему топологическому дефекту Б. А вот это уже не пройдет, потому что А и Б канонически открытые множества, и у них внутренний топологический дефект, соответственно, пуст. Таким образом, пересечение двух и любого конечного набора канонически открытых множеств канонически открытое множество. Канонически открыто. Но я не написал, что множество, но это очевидно. Это еще одна вещь. Ну вот у нас есть открытое множество. Вот открытое множество L. Но оно не канонически открыто. А может быть открыто, я не знаю. Я бы хотел из него получить канонически открытое множество. Как это сделать? А вот как. Я беру множество L, потом я беру его замыкание. Значит, как только я взял его замыкание, множество стало замкнутым. Но, кстати, стало канонически замкнутым. При этом. Потому что единственное, что там могло быть, это внутренний топологический дефект. Так внутренний топологический дефект стали множествами внутренний топологический дефект стали внутренними точками этого замыкания. Значит, если это множество открыто, то это множество канонически замкнуто. А вот следующее множество, открытое ядро замыкания, канонически открыто. Понятно? Значит, если L канонически открыто, то L и открытое ядро его замыкания совпадают. Если нет, то они не совпадают. Но есть еще одно свойство. Отсюда следует, что мы просто это продемонстрировали, что каждая L содержится в наименьшем канонически открытом множестве. Но что значит наименьшем канонически открытом? Что значит наименьшем? Но это значит, что любое другое множество, каноническое открытое множество, которое содержит L, должно содержать и множество открытое ядро замыкания L. Теперь, абсолютно полная аналогия для замкнутых множеств. Значит, объединение двух и, естественно, любого конечного числа замкнутых множеств канонически замкнут. Значит, это доказывается точно так же, с опасностью, естественно, не канонически, не внутреннего топологического дефекта, а внешнего топологического дефекта. Аналогично доказывается, что он пуст от противного. И второе свойство, тоже совершенно аналогичное, это то, что если множество L
замкнуто, то в нем сидит наибольшее канонически замкнутое множество. Имеется в виду, что любое канонически замкнутое множество, которое содержится в L, содержится вот в этом замыкании открытого ядра L. Теперь вот здесь, ну как бы забавные такие вещи. Но поскольку L не пусто, если оно открыто вот здесь вот, то есть если L пусто, допустим, то, конечно, замыкание и потом взять от этого ядра, это все пустые множества. Но если L не пустое открытое множество, то вот это вот открытое, канонически открытое множество, которое его содержит, наименьшее, оно не пустое. А здесь может ли вот это вот множество замыкания открытого ядра быть пустым? Ну, конечно, может. Но вот тот же самый пример с нашей четверкой. У него же тоже есть замыкание открытого ядра. А открытое ядро у него какое? Ну, пустое, потому что ни одной внутренней точки нет. Значит, у него вот здесь сидит пустое множество. То есть канонически замкнутое множество, которое это множество содержит, это пустое множество. Вот, собственно, и все. Ну, конечно, если у нас есть канонически открытое множество, то его дополнение канонически замкнуто. Если у нас есть канонически замкнутое множество, то его дополнение канонически открыто. Но не надейтесь, что они не могут быть одновременно открыты и замкнуты. Но не говоря уже о том, что пустое множество и все пространство оба канонически открыты и канонически замкнуты, я просто напомню вот такой пример такого пространства. От 5 до 6 в объединении от 7 до 8. Вот это вот пространство, ну я напоминаю, что здесь пустое множество открыто, и все открытые интервалы, содержащиеся в этом множестве, тоже открыты. А также их объединения открыты. Так вот, мы помним, что, скажем, 7 от 7 до 8 открытое множество, но оно канонически открытое. Канонически открытое множество. Только не надо использовать эту фразу, так сказать, эта аббревиатура нам не нужна. И оно же одновременно канонически замкнутое множество. А 5 и 6 тоже канонически открытое, канонически замкнутое. Ну вот, собственно говоря, и все, что по этому поводу можно сказать.